В эфире новости IT. Расскажем о том, какие события произошли в мире технологий за прошедшую неделю. Забегая вперед, скажу, что выдалась она довольно насыщенной, в особенности для нашего региона. Но обо всем по порядку. Лаборатория Касперского разработала прибор для защиты от дронов. Название говорящее: Касперский антидрон. Российский разработчик отвечал за программное обеспечение, аппаратную же часть создавали партнеры. Как все это дело работает? Касперский антидрон распознает подвижный объект и рассчитывает его координаты. Далее эти данные программа отправляет на сервер, где нейронная сеть изучает замеченное нечто. Если окажется, что летательный аппарат – это дрон, система распознает модель и пошлет в его сторону радиопомехи нужной частоты, из-за которой беспилотник потеряет связь с пультом управления и либо вернется на старт, либо приземлится. Основная задача технологии – это защищать важные объекты от этих воздушных шпионов. Заказчиками могут быть аэропорты, организаторы массовых мероприятий или же силовые структуры. Но, по мнению нашей редакции, популярность антидроид обретет именно у военных. Уже в следующем году компания собирается продать в России от 5 до 10 таких комплексов. Цена зависит от параметров. По аналогии с антивирусом Касперского базовая стартует со $100 000, а условная Total Security доходит аж до миллиона вечно зеленых франклинов. В Касперского уверены, система будет пользоваться популярностью, так как продажи летательных аппаратов растут с каждым годом. В 2018-м, к примеру, они выросли на 53%, и с каждым годом вопрос защиты от дронов становится все более острым. Но российские компании не чураются и подрезать идеи у зарубежных коллег. Наши ребята идут по стопам Илона Маска. Частная космическая компания «Ларос» собирается запустить многоразовую ракету. И не когда-то там, а уже в следующем, 2020 году. Чтобы отработать посадку, легковесную суборбитальную ракету-носитель выведут на высоту 120 километров. Высота «Ларос» PH-1, такое название она получит, 17 метров. Двигатель обеспечивает тягу в 500 килограммов, работая на смеси перекиси водорода и авиационного керосина. Первый PH делают, чтобы протестировать технологию посадки. С версии 2 инженеры будут тестировать уже выведение на высоту до 500 километров груза весом 200 килограммов. Этих товарищей возьмем на карандаш. В стране появился и аналог Теслы. Новые беспилотные автомобили с видеокамерами представили на выставке Интерполитекс. Разработчиками выступила компания Нирстех совместно с Московским физико-техническим институтом. Обещают и систему навигации для более легкого перемещения по городу, а также камеры с обзором 360 градусов. Они, к слову, разрабатываются у нас в России. Но мы-то с вами знаем, что разрабатываются они, может, и у нас в стране. А вот мощностей по производству подобного оборудования у нас как не было, так и нет. И все тащится с Поднебесной. Опять же, суждение оценочное, так как точную информацию умолчали, отделавшись лишь словом «разрабатывается». Но наши ребята пошли дальше. Представили пока только концепт, основанный на, внимание, Toyota Prius. Почему не Лада, к примеру, большой вопрос. Того и получается. Идея американцев, оборудование, скорее всего, китайцев, автомобиль для основы японский, а технологию назовем российской. По срокам, начальная разработка завершится через 1,5 года, а окончательный вариант обещают представить через 4. Oh, look, a farmer's market. We should get some flowers for the car. Take you to a police chase involving a Prius. Между тем, в Сколково прошел 3-дневный международный форум «Открытые инновации». Наши ученые, разработчики и чиновники обсудили с зарубежными партнерами то, как внедрить технологии в повседневную жизнь и планы индустрии на обозримое и не очень будущее. Сколько участников собрал крупнейший IT-ивент, какие проекты привлекли наибольшее внимание и с какими идеями приехали туда якутяне? Обзор Светланы Захаровой. Всего посетили форум больше 20 тысяч человек. За 3 дня на его площадках состоялось свыше 150 деловых сессий. Спикерами выступили 655 представителей бизнеса, науки, органов власти, топ-менеджеров российских и международных корпораций. География участников состояла из 102 стран. С первого же дня работала выставка, где российские, а также зарубежные разработчики представили свои достижения. В их числе были и якутские инноваторы. Это резиденты IT-парка и технопарка. Довольно большой интерес к себе привлекла разработка якутских спасателей. Это поисково-спасательный маяк «Находка».
Выезжают спасатели на территорию, где потерялись люди, и расставляют маяки. То есть эти маяки работают друг от друга путем передачи ретрансляции, то есть, и координаты свои. То есть в условном месте, где потерялись люди, расставляются маяки, и значит, они издают световые и звуковые сигналы. Отмечу, что маяк якутские спасатели используют в поисковых операциях уже не первый год. Он доказал свою эффективность при всей простоте его работы. Это же отметили и представители благотворительного фонда «Система». На форуме они подвели итоги конкурса технологий по поиску людей. Наши разработчики заняли второе место. На самом деле сейчас вот, опять же, как пример технологии находки, она, по мнению экспертов, уже за счет того, что она очень простая, очень надежная и может быть использована, в принципе, уже сейчас, да, потому что это технология, которую после 5-минутного инструктажа можно дать волонтеру либо специалисту там, аварийно-спасательной службы и отдать уже в использование. Если говорить о разработках, которые представили на экспозиции другие регионы, можно выделить умную футболку. Во время тренировок она проводит ЭКГ, а также собирает данные о частоте дыхания, перемещения и сердцебиения. В режиме онлайн можно отследить сердцебиение, технику при выполнении упражнений и посчитать качество упражнений, говорят разработчики. За 3 дня на полях форума было подписано 29 соглашений между российскими и международными компаниями, фондами и институтами развития. В том числе технопарк Якутия подписала годовой план с центром Сколково. Это список мероприятий, которые будут проводиться в течение года. Также резиденты технопарка теперь могут заручиться поддержкой и консультацией экспертов Сколково, не выезжая за пределы республики. И это повлечет за собой получение налоговых льгот для компании Якутия. Прямо в Якутии, не уезжая никуда. Если до этого эта ситуация выглядела таким образом, что компании необходимо было регистрироваться в Москве как юридическому лицу, либо переезжать в Москву, то мы рассчитываем, что вот с этого года и под подписанием такого соглашения все якутские компании технологические будут получать нашу поддержку не только сервисов, которые мы до этого оказывали, как я сказал, уже в рамках плана, но и налоговые льготы. Я думаю, что это такая большая и серьезная прибавка. Все в той же Москве проект One Click Якутия занял первое место в управленческом конкурсе РАНХИКС. Работа над ним велась без малого полгода. И это не считая нескольких лет действия локального One Click Якутск, который и стал базой для разработки региональной версии. О том, как это было, Максим Кардозу. И проекты тоже самые разнообразные. Это и создание IT-кластера, и развитие моногородов. И сейчас очень модно говорить о развитии городской среды. Ну а Якутия представила портал One Click Якутия. Он был основан на портале One Click Якутск. Это приложение используется гражданами для того, чтобы общаться, узнавать какую-то важную для себя информацию, делиться своей информацией. Там можно мониторить, например, экологическую какую-то обстановку или создавать рейтинги для предприятий, чиновников, каких-то магазинов и услуг. Один из главных сервисов этого портала будет посвящен экологии. Это очень, конечно же, важная тема для нашей республики. Вообще организаторы и участники нашей команды, они провели опрос среди 11 тысяч жителей Якутии. И вот 39% сказали из них, что они очень мониторят экологический вопрос. Для них это очень важно. И вот на этом портале есть такой сервис, где можно узнать, например, пробы воды, пробы почвы, пробы воздуха. Или, например, узнать, где идут пожары и не унесет ли этот загрязненный воздух в их сторону. То есть это очень все интересно и важно. И давайте сейчас послушаем самих участников якутской команды, что они говорят о своем детище. Главной фишкой, скажем, вишенкой на торте нашего проекта стал действительно эко-мониторинг. Мы рассказывали про аварию на реке Вилюй прошлого года, какой был общественный резонанс и как вообще у нас республика, так как она горнорудная, очень много проектов, и мы не можем тоже просто отказываться от этих проектов. Но при этом должна быть площадка, где действительно будут проводиться электронные общественные слушания, где население может предлагать свои экологические проекты, где они могут создать, мы создаем для них ситуационный центр жителей, где они смотрят действительно достоверные факты, они получают их с WhatsApp, а действительно
проверенные факты. Также в столице страны теперь можно увидеть якутского робота-уборщика. Ведроид в течение нескольких месяцев будет тестироваться в московском аэропорту Домодедово. Он пройдет тест, по результатам которого специалисты внесут в конструкцию необходимые доработки. Если все пройдет успешно, то робот-уборщик получит там работу. Также, как рассказал один из разработчиков ведроида Николай Потапов, он уже был у нас в программе, в Москве прошла встреча с представителями РЖД о передаче моющего робота на Курский вокзал. Тем временем в самой Якутии, в Вилюйской группе районов, появился 4G интернет. Его обеспечил Билайн в 45 населенных пунктах, тем самым дав доступ к высокоскоростному интернету по воздуху сверх плана. Желто-полосатый оператор перевыполнил его на 20%. Вышки разместили на территории Вилюйского, Верхневилюйского, Сунтарского и Нюрбинского районов. И теперь общее количество сел и поселков с 4G достигло 150. Не забыл Билайн и про Якутск. По заявлению руководства компании, в ряде городских локаций увеличили зоны покрытия и скорости передачи данных посредством LTE. А на территории Торг-Кангаласы потенциально жилой дом покрыли не невидимой сетью, а настоящим куполом. Там будет жить специально обученная семья, которая займется фермерством. Помогать ей в этом будут солнечные батареи, которые обеспечат энергию, а параллельно с этим ученые будут следить за состоянием вечной мерзлоты под куполом. О необычном эксперименте Ульяна Шагина. Точно такой же дом в 2013 году на севере Норвегии построила семья Хёртефёлгер с 4 детьми. Дом обернутый теплицей. Именно так прозвали их жилище норвежцы. Внутри купола сад и огород. В условиях короткого северного лета здесь успевают созреть самые теплолюбивые фрукты – абрикос, виноград и киви. Под куполом норвежского дома сельскохозяйственный сезон длится на 5 месяцев дольше. Эксперимент начнется только в этом году, ведь якутский климат от норвежского севера все-таки отличается принципиально. И первое – это якутская вечная мерзлота. Уже совсем скоро в дом заселится семья. Их задача будет заключаться в том, чтобы вести самый обычный образ жизни. Кандидатов на эксперимент оказалось очень много. Тем не менее, организаторы проекта уже выбрали подходящих им людей. Они будут вести дневник, онлайн-дневник. Мы будем иметь возможность следить за ними в сетях, в соцсетях. Ну а также обязательное условие – это их согласие, значит, на проведение исследований, экспериментов. То есть наши специалисты будут приезжать, регулярно снимать показания приборов, датчиков, а также специалисты, медики будут приезжать и проводить экспресс-медицинский осмотр. Если эксперимент с домом под куполом покажет положительные для проживания результаты, кто знает, может уже в ближайшем будущем такие купола станут обыденностью. На этом выпуск подошел к концу. Повтор его найдете на YouTube-канале Якутия24, а также в Instagram-аккаунте yak24.ru. Оставляйте свои комментарии. Увидимся ровно через неделю. Всего доброго.